24 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Глава Роскосмоса доложил президенту о текущей ситуации в ракетно-космической промышленности и озвучил планы по развитию отрасли. По словам Рогозина, исправление ситуации в отрасли идет по 3 направлениям. Первое – это выбор приоритетов дальнейшего развития ракетно-космической отрасли. Второе – сокращение непроизводственных расходов на 15%, не менее, и увеличение доходной базы корпорации за счет открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки и кардинальное усиление дисциплины как в самой корпорации, так и во всех подведомственных ей организациях. Рогозин отметил, что введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации. Отдельно хотел бы доложить по центру Хруничева. Осенью 2018 года мы совместно с Министерством финансов России оперативно проработали вариант оказания поддержки предприятию в рамках имеющихся средств государственной программы. В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться по всем кредитам. Глава Роскосмоса сообщил также о работах по созданию новой средней ракеты «Союз-5». Работы развернуты, кооперация, начало готовится производство к созданию этого проекта. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблем мы планируем начать летные испытания, рассказал он президенту. Также подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры и практически выбран облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы. Возобновляются испытания тяжелой ракеты «Ангара-5» в этом году. Также мы 21 декабря прошлого года, буквально перед Новым годом, успешно провели пуск ракеты «Протон-М». Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся. По «Сармату», по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике, сообщил Рогозин.